понимаем, что риски и для меня они тоже существуют. И я не буду рассказывать всю... В целом по Казахстану как вообще? В целом проблема, знаете, когда возникает? Проблема возникает, что на сегодняшний день когда граждане сами пытаются защищать свои права. И это настолько обидно за людей. Ты видишь, что я всегда думал, ну ладно, советское поколение, оно там, особенно в лице пенсионеров, они всегда выступали против чего-то, использовали свое свободное время. Думаю, как в новом независимом Казахстане то поколение уйдет, а новое поколение будет ли бороться за свои права? И ты так радуешься, когда какое-то местное сообщество борется за свою землю, и оно не находит поддержки нигде со стороны государственных органов, оно не доверяет властям, оно не доверяет экспертам даже, оно иногда и не знает его. И пытается своими способами решить. А такие ситуации мы еще расценим, что да нет, это же кто их так... Мы еще удивляемся, говорим, этих людей в селе, в ауле кто-то надоумил, кто-то их раскачивает ситуацию в Казахстане, кто-то их финансировал. Я знаю эти ситуации. Люди, во-первых, почему мы свое население, тем более местное население, можно сказать, коренное и самое коренное в смысле именно стержневое, да, мы еще пытаемся унизить и отнести к каким-то, извините, маргиналам, которые сами по себе не могут защищать свои права. Что кто-то их финансировал, какой-то Сорос финансировал, еще кто-то финансировал. Да, они сами находят деньги, находят у своих бывших... Они самые заинтересованные люди. Самые заинтересованные. Конечно, человек защищает свою землю. Да, может быть, свое пастбище, может быть, свой улей, может быть, свою речку. Но это его право. Почему у бизнеса есть право строить в этом месте, придя в то место, где уже живет население, а у населения, которое живет в этом месте, нет никакого права?